Қадірлі конференция қатнашушылар, коллегалар, қонақтар. Менің темам бүгін от идентичности, национальной идентичности перейдем к идентичности половой, гендерной. Последние десятилетия особо развивается в лингвистике междисциплинарное направление, называемое гендерной лингвистикой или гендерология, которое изучает связь языка и пола, его носителей. Целью моего доклада является исследование именно вот этого гендерного аспекта в системе личных имен, в сравнительном аспекте с русским языком, башкирского и русского языка, как она определяется. Антропонимическая система любого языка обнаруживает как общие, так и специфические явления. Установленные стереотипы по отношению к мужчинам и женщинам находят особо яркое отражение в самой форме антропонима, его структуре, семантике и особенностях популяризации. Тем самым при сравнительно-сопоставительном анализе мужских и женских имен в башкирском и русских языках нами были рассмотрены семантические, статистические и структурные аспекты. Антропонимы башкирского и русского языка, несомненно, конечно, имеют разные этимологические источники и этапы развития. Значительная часть личных имен, входящих в русский именник, бытующих у русских, восходит к греческому, латинскому, некоторым восточным языкам. Башкирский именник включает в свой состав имена собственные башкирские или древнетюркские, арабские, персидские, русские, европейские и так далее. В первую очередь мужские и женские антропонимы отличаются по своей семантике, по содержанию. То есть, например, в башкирских личных именах представлено в основном понятие красоты, нежности, изящества. Например, Гузель красивая, Зиля чистая, честная, Зифа статная, Камила совершенная, Ямиля красивая, Латифа красивая, статная и так далее. Часто в образовании женских имен участвуют апеллятивы, а также апеллятивы, обозначающие красоту. Мы знаем это Сибар, Hello, Гузель, Гузалия, Гузалия, Гульсибер, I Hello и так далее. В большинстве случаев также в основе женских имен содержатся апеллятивы, обозначающие цветы, Гульсеска, а также сами апеллятивы цветы, а также названия цветов, например, азалия и так далее, а также небесные тела, Ай, Кояш, Кын, Сулпан, утренняя звезда, Йондот, звезда. Это связано с тем, что у тюркских народов цветы, небесные тела являются символом женской красоты. А в основе мужских имен башкирского языка лежат понятия силы, мужественности, храбрости, выносливости, что связано со стереотипным мышлением народа, который выделяет в мужчинах именно физическую и духовную силу, свободолюбие, материальное благосостояние и так далее. Например, Азамат – величие, Азат – свободный, Арслан – лев, Батыр – смелый, Яганша – вообще хозяин мира и так далее. С пожеланиями железной крепости телу и духу ребенка, а также для отгона нечистой силы давались имена с компонентами тимер, железо, булат, таш, камень. Особым компонентом являлись также термины власти – хан, султан. Раньше, как пишет Сулейманова, раньше имена с компонентом хан, султан давались именно потомкам знатных людей, однако позже они уже перемешались и потеряли статус социальности. А теперь же к русским именам. До принятия христианства у русских были имена, которые называли человека по какому-либо существенному его признаку, внешнему или внутреннему, которые происходили от названий животных, растений, отражали порядок появления новых членов семьи и отношения к ним. Например, Косой, Рябой, Буян, Мал, Молчан, Ждан, Волк и так далее. Были имена другого рода, конечно, княжеские, возникшие на общеславянской или русской почве. Ярослав, Всеволод, Владимир. Позже, после введения христианства, появились много иностранных имен. Они имеют уже мотивированное значение в языке, из которых они произошли. Греческие имена Александр, мужественный, Анатолий, Восточный Василий Царский, Петр Камень, Виктор Победитель. Особо можно выделить то, что после христианизации русский именник пополнился именами античных богов и героев, хотя они сейчас не особо активны. Адонис, Аполлон, Ариадна, Ахилл,
Гермес, Геракл и так далее. Если разграничивать русские мужские и женские имена по семантике, то в значении первых преобладает понятие силы, мужественности, стойкости. Александр – защитник, например, Алексей также защитник, Виктор – победитель, Валентин – сильный, Владимир – владеющий миром и так далее. А вторые, то есть женские, содержат понятие женственности, милоты, обаяния, мягкость, светлость. Ангелина – ангельская, Анна – благодать, Алла – обаятельная, Анфиса – цветущая, Елена – избранная, Екатерина – чистая и так далее. Таким образом, семантика башкирских и русских мужских имен содержит значения, выделяющие физические и духовное достоинство мужчин, сила, мужество, храбрость. А в женских именах внимание акцентируется на женской красоте в целом и на определенных особенностях внешности. Женский антропоним башкирского языка отличается от русских активным употреблением апеллятивов. Гуль, саске, ой и так далее. По структуре образования русские и башкирские имена имеют сходное явление. Здесь я особо не буду останавливаться для сокращения своего доклада. То есть есть общее сходство, то что, например, также могут быть от апеллятивов образованные, как в башкирском и русском языках у них, и могут быть сложные, могут быть односложные, могут быть сложные из двух имен, составные, да, из двух слов состоящие. Так, это я опущу. Хочу сказать, основные гендерные различия антропонимов в башкирском языке выражаются фонетически. Мужские имена оканчиваются в основном на согласные, а женские на гласные. Например, Айдар, Айнур, Булат, Ильгиз, Карим, Мурат и так далее на согласные, и женские Альфира, Минзифа, Эльвира, Зилье, Элье. Однако существует исключение, когда мужские имена заканчиваются на гласной, а женские на согласной. Абдулла, Гайса, Кинье, Ахмадулла, Савидулла. А женские на согласной. Гульдер, Гульнас, Гульюмеш, Дильбер и так далее. Аналогичное явление, характерное для русского языка. Полные формы мужских имен оканчиваются на согласные, а женские на гласные. Андрей, Егор, Виктор, Федор, Иван, Александра, Мария, Анастасия и так далее. В классифицирующий компонент антропоним входит гендерный признак, и для русского языка характерна его эксплицитная выраженность формой окончания личного имени. Поэтому в русском языке категория рода в именах выражается регулярно морфологическими и фонетическими средствами. В башкирском языке существуют так называемые парные имена, когда женская форма имени образуется от мужского с помощью именно гласных. Агиза, Агиза, Наиль, Наиля, Расим, Расимя, Камил, Камила и так далее. Парные имена употребляются и в русском языке. Александр, Александра, Евгений, Евгения и так далее. В башкирском языке в порядке исключения функционируют также гендерно немаркированные антропонимы, которые являются общими для женского и мужского пола. Например, Айнас, Алтынай, Баян, Сулпан, Фирдауис. То есть их буквально несколько штук. Что примечательно, эти имена имеют форму маскулинности, то есть оканчиваются на согласной и выступают в твердорядной форме, кроме имени Фирдаус. В русском языке такую унифицирующую функцию выполняют краткие формы некоторых имен. Например, Саша, Шура – это и к мужчине, и к женщине, Женя, Евгений, Евгения, Валя – это и Валентин, и Валентина, Валерий, и Валерий и так далее. Сокращенные имена в русском языке имеют признак фемининности, оканчиваются на гласные. Система личных имен в тюркских языках разнообразнее и многочисленнее, чем в русском языке. Об этом писал еще и Никонов. Сказал, что по сравнению с именником русских поражает огромное количество имен, употребляемых тюркоязычными народами. В дореволюционной России находились в употреблении 50-60 мужских имен и еще меньше женских, урожденных в 1961 году. А у тюркоязычных, говорит, сотни имен. И это на самом деле так, потому что вот при статистическом анализе, если смотреть слова русских имен Петровского, то там 2600 личных имен, 2600 личных имен, а в Суперанской уже 4000. А если смотреть башкирский именник, то в словаре Кусимовой насчитывается 4000, а в словаре Сулеймановой 4800 единиц.
В статистическом плане констатируется андроцентричность антропонимов, поскольку мужских имен больше, чем женских, как в башкирском, так и в русском языке. Например, если в башкирском языке 3000 мужских и 1000 женских, это в словаре Кусимовой, а в словаре Сулеймановой уже 3600 мужских, 1200 женских. В русском словаре справочник личных имен насчитывается 316 мужских, 180 женских. А в словаре Суперанской 2500 мужских, 1500 женских имен. Таким образом, как показал лингвистический анализ, система антропонимов является гендерно обусловленной группой лексем. Женские и мужские имена имеют семантические, фонетические особенности. Механизм образования имен собственных не разграничивается на мужские и женские. Они общие в системе одного языка. Антропонимы в башкирском и русских языках имеют явные признаки маскулинности и фемининности. Мужские имена чаще оканчиваются на согласные, женские на гласные. В обоих языках существуют гендерно-нейтральные имена. Исследование показало, что в башкирском и русском языках существует значительная количественная асимметрия в пользу мужских имен, что говорит об андроцентричности системы антропонимов обоих языков. Сегодня все. Спасибо.